Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Вопрос. Сколько примерно процентов, если брать литовцев, живет за пределами Литвы? По данным переписи 2021 года, примерно 46% литовцев живут за пределами Литвы. При этом в последние годы уровень миграции постепенно снижается, и доля граждан за рубежом со временем уменьшается. Половина. Только надо учесть одно. Она что мне сказала? Сколько процентов молодежи и сколько процентов стариков? Пожалуйста. Вот дома остались только старики, молодежь вся там примерно на средний Западе. возраст литовцев, которые живут за рубежом. Можно, есть такая статистика или нет? К сожалению, точных данных о среднем возрасте литовцев, живущих за границей, пока нет, но по данным исследований, примерно 66% иммигрантов из Литвы в последние годы были в возрастной группе от 20 до 49 лет. Таким образом, основная часть иммигрантов находится в трудоспособном возрасте. Я просто похлопаю. Ну, трудоспособный возраст. Это Уехал. хорошо. Уехал. А смотрите, Уехал. ну давайте продолжим этот вопрос, может, это интересный. А за счет чего тогда вот Литва живет? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. Как вам Не кажется? знаю, я в Литве не живу. Вы мне расскажите. Может, за счет производительности улучшаем производительность? Может такое быть? А что вы производите? А что вы? Ну, давайте начнем с того, чего мы не производим. И тогда Самолеты. проверим сразу. Давайте. Самолеты, автомобили, Самолеты. мотоциклы, мопеды, да? Самолеты, ну, я знаю, Танки. что только планеры производят. Да. Танки, машины. Но, скажем, космическая промышленность присутствует. Тогда объясните мне одно. А почему тогда трудоспособное население уезжает, а не работает у Потому себя что, дома? наверное, производительность растет, и людей надо в людях уменьшается. Девать некуда, да? Да, Серьезно? Вы так думаете? серьезно. Растет производительность и повышается количество рабочих мест? Ну, количество. Но если рабочих у вас мест, маленький оно, магазинчик, смотрите, ну, как бы, если у вас я киоск, могу сказать подождите, вот если у вас маленький киоск, у вас работает один продавец, вы начинаете расширяться, и вы строите супермаркет, один продавец вам нужен или наоборот, приток должен быть продавцов? Логично. Не правда ли? Не, один. Плюс Потому кладовщики, что сейчас у нас эти водители. кассы без продавцов. У нас в среднем работает 2 кассы. с продавцами. Грузчики, кто раскладывает Грузчики. товар, Да, кто грузчики, принимает товар, как были, кладовщики, на электрических сортировщики. тележках, не надо ничего носить. Конечно, их надо Не меньше. надо. Не надо ничего носить. То есть один человек таких сможет системах, управлять как супермаркетом, Lidl, правильно? Вообще нету грузчиков. А там вообще никто не нужен. Да. То есть один человек может управлять супермаркетом. Ну, есть Директор. такие магазины. Есть и такие Серьезно? магазины, где Серьезно? есть только один охранник. Все. Серьезно? Покажите Да. мне хоть один такой магазин. Ну как? И стоит автоматические кассы. И есть один вот охранник. смотришь, Товар, чтобы кто не на вынесли. полке раскладывает, кто оценивает товар. Кто Я не ценники знаю, вешает. какие-то приходят, наверное, есть Какие-то компании, которые левые, обслуживают да. несколько магазинов и раскладывают полки. Да, Наверное. да, так есть. Вам самим мне-то не страшно, Я что вы сам такой верю, я ездите? знаю, что вот у нас некоторые сети вот это делают. У них нету уборщиц. Есть фирмы, которые убираются по ночам. А покупатели хоть есть? Потому что покупателей нема. Покупатели есть. Покупатели есть. Ну, у покупателя вопрос, допустим, возник. Кому я будет задавать? Говорю, я же не говорю, что вообще... То есть в пустые Литве во всех супермаркетах управляется одним человечком, директором, так? Смотрите, если ВВП Нету на ни душу населения ни на бухгалтеров. процентов 40 выше, чем в России,
то значит мы что-то производим и за эти деньги покупаем. Так что вы производите? Автомобиль какой вы производите? Ну так я же вам говорил, вот космическая промышленность, вам интересует? Что вы для нее Давайте делаете? узнаем. Спутники. Спутники производим. Откуда запускаете? 4 компании производят спутники. А откуда запускаете? Вы из какого региона, можно спросить вас? Черноземье. Вы откуда их запускаете? Как вы в космос запускаете? Посредством чего? Запускаем, НАСА запускает или Европейская космическая компания? Задайте вопрос, сколько НАСА запустила ваших спутников в этом году? Давайте. Бишки патильник крутяляш не рекус. Можно ли задать такой вопрос? Если данные, сколько спутников произвели литовские компании, которых запустила НАСА, скажем? Нагов, привет. Литовские компании, такие как NanoAvionics, действительно производят спутники, которые запускаются с помощью ракет НАСА. Например, к сентябрю 2024 года NanoAvionics вывела в космос уже 43 спутника. 24 года? Данные о том, сколько из них было запущено именно НАСА, в открытых источниках не всегда доступны. Я где-то видел заказ на следующий год. Скажите мне, пожалуйста, если вы такая великая космическая держава, если у вас ВВП выше, чем в России, а почему тогда у вас дефицит бюджета 23 миллиарда евро? Дефицит бюджета 23 ярда. В этом году литовская компания NanoAvionics вместе с южнокорейским институтом IBS начнет разработку серии из 5 малых спутников для исследования Венеры. Этот проект, известный как CLOVE, компенсирует отмененные миссии НАСА и включает запуск 5 кубсатов, которые будут исследовать атмосферу Венеры. Первый спутник планируется запустить в 2026 году, а следующие будут запускаться каждые 3 года до начала 2040-х годов. Каждые 3 года по одному спутнику. И в других проектах. Если будут дополнительные вопросы... Какие еще компании заказывают NanoAvionics спутники? В 2025 году NanoAvionics сотрудничает с разными компаниями. Среди партнеров американская компания SpinLaunch, с которой заключен контракт на поставку 280 микроспутников для глобальной сети Meridian Space. Кроме того, NanoAvionics работает с более чем 47 заказчиками, включая НАСА, Микроспутник. Знаете, что такое микроспутник? Alenia Space, а также такие организации, как Dubai Electricity. Еще продолжить или хватит? Так почему у вас дефицит бюджета 23 ярда? Ойра. Ой, наверное, потому что мы развиваемся, нам не хватает. Вы развиваетесь, деньги за нами. а люди уезжают. Нет, приезжают с 2020 года, а у нас приезжают люди, не уезжают. 46% у вас уже уехало. Ну, меньше немножко. Если взять, 46. смотрите, Это половина. подождите, давайте мы эту цифру сейчас Остались быстренько дети, уменьшим. остались дети С и какого старики. года вы смотрите сейчас эту цифру? Да с любого смотрите. Ну, с какого? Вот, Ну, давайте с 93-го года. точка отчета, вот какая у вас? 93-й. 93-й год. Ну, это неправда будет. Если Почему возьмем неправда 90-й будет? год, смотрите, если Почему будет возьмем неправда? 90-й год, 90 мы сразу почему находим, неправда? куда делось 100 тысяч человек из Литвы. Это советская армия и их семьи офицеров. Мы берем Уехали 93-й год. с выходом 100 тысяч. советской 100 армии. тысяч. Опять же, другая статистика. Во время 90-го года проживало 10% русских. Если берем на тот момент 3,5 миллиона Население сколько у вас сейчас? Дайте закончу меня, потом Население сколько у вас сейчас? По-русски. Так вот, смотрите, 10% от 3,5 миллионов – это 350 тысяч. Да? Сегодня проживает 5%. 5%. То если даже от той суммы берем 5%, это 150 тысяч плюс еще русских уехало. Какой суммы? Потом
если берем то, что сейчас... Батенька, так не работает. Вот все, до 93-го года уехали. С 93-го года сколько уехало процентов? Половину уменьшилось поляков. Шо? Ой, как ему, в чем такая? Он только свое. Ну все. Мы растем, у нас промышленность развивается, а люди уезжают. Веселые люди. Микроспутники не запускают, знаете, миникоптеры. Ну вот он это не понимает, что ну блин, ну что ему объяснять? Развиваются. Дотаций нету. Все, они сами, блин. Весь мир кормят. Одноразовыми спутниками. Знаете, какой спутник? Я понял, блин, ребят, точно. Вот и баллон, а. Микроспутник, знаете, это шар-зонд. Гелием заправили эту метеокоробочку раз и... Если что,